В Нур-Султане полиция оцепила целый район. Там выявлен новый очаг распространения коронавируса. Жильцы не выходят из квартир, а подъезды тщательно дезинфицируют. Целый район, а это более 10 домов, оцепили. Все дороги и тропинки, ведущие сюда, перекрыли такими металлическими ограждениями либо бетонными плитами. Около 200 тысяч выходцев из Центральной Азии в Москве рискуют стать нелегалами. Они остались без работы, без денег, а трудовые патенты оформить невозможно. Мы не можем вернуться домой. Границы закрыты, самолеты не летают. Мы застряли здесь. В Бишкеке начал действовать так называемый народный штаб. Волонтеры принимают пожертвования, собирают продукты и развозят их всем нуждающимся. Налетали совсем неизвестные люди, которые пришли и забрали чуть ли не разбойным способом. Это говорит о том, что люди голодные. Вы смотрите информационную программу «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Егор Максимов. Здравствуйте. Переходим к главным темам. В столице Казахстана сейчас все больше очагов заражения коронавирусом. И сегодня власти Нур-Султана изолировали целый район. Под жесткий карантин там попали тысячи людей. Как они отреагировали на вынужденное заточение, выяснял Ернур Дазжанов. Мало того, что сама столица закрыта на карантин, так еще внутри города появилась своя зона отчуждения. Целый район, а это более 10 домов, оцепили. Все дороги и тропинки, ведущие сюда, перекрыли такими металлическими ограждениями либо бетонными плитами. Жители района изолировали от внешнего мира, пока те спокойно спали в своих домах. Ночью по решению властей в квадрате улиц Аблайхана, Рыскулбекова, Мусрепова и Мустафина ввели жесткий карантин. Как оказалось, здесь зафиксирован большой всплеск случаев заражения коронавирусом. Вот один из очагов заражения в этом районе. 2 подъезда этого дома закрыты на карантин. Никто зайти либо выйти отсюда не может. За дверью круглосуточно следят полицейские. И такая картина почти в каждом дворе. Все не на шутку перепуганы. На улицу без особой надобности стараются не выходить. Жильцам, оказавшимся в заточении, помогают соседи. Они покупают для них продукты, лекарства и передают все это, немного приоткрыв дверь подъезда. Вечером закрыли где-то 8 часов где-то. Вообще не выпускают? Не пускают, да, вообще карантин. Магазин вот рядом. Вызирал вперед, звоним. Продукты, что необходимо, хлеб там. Закрыли вчера вечером. Позавчера вечером, а первый и этот подъезд закрыли вчера. С ума сходим. И, конечно, страшно. Конечно. Поскорее бы это все закончилось. Дома, которые вирус не затронул, усиленно дезинфицируют. Жильцов после обработки просят не ходить по подъезду. Опасно для здоровья. Сказал же, 2 часа нельзя. Но до этого обрабатывали, говорили, что 1,5 часа нельзя выходить в подъезд. Но сейчас не знаем, мы тем более с открытыми продуктами, как заходить. Обычно на правом берегу столицы очень оживленно, и это несмотря на карантин. Но в этом районе жизнь как будто замерла. На каждом углу стоят полицейские, и лишь изредка можно встретить жителей, либо проезжающие мимо машины. Люди в основном идут за покупками, либо в аптеку. А вот без веских причин из зоны оцепления никого не выпускают. За последние дни, как сообщили местные власти, в этом квартале выявили более 10 случаев заражения COVID-19. Чтобы сдержать распространение вируса, было решено изолировать весь район, а не каждый дом по отдельности. Район просто взяли, как скажем, оцеплением. Но именно которые карантинные дома, это 9. Жители 9 данных домов не могут выходить из дома, кроме там, если в ближайший магазин. А другие дома, которые в этой карантинной зоне, они могут из дома выходить. Потому что их дом и их подъезд не вошли в категорию карантинов. В заточении жителям района придется посидеть 2 недели. Если ситуация улучшится, оцепление могут снять и раньше. Всего же в столице сегодня закрыты на карантин 22 объекта. Помимо жилых домов, это медицинские учреждения и 2 общежития. Ернур Досжанов, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Азия. Казахстан. Всего в Казахстане зафиксировано уже 17 смертей от коронавируса, а заразились 1362 человека. Но Минздрав также сообщает, что все больше людей выздоравливают. Например, сегодня вылечились 23 пациента. Тем временем Алматы будет постепенно возвращаться к обычному распорядку жизни. Уже с 20 апреля к работе приступит ряд предприятий. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Шалпан Аразбекова. Она на прямой связи со студией. Шалпан, добрый вечер. Расскажи, пожалуйста, во-первых, что значит поэтапно и какой план у властей, какие даты там фигурируют?
Привет, Егор. Ну, по словам главы города Алматы Бахытжана Сагентаева, южную столицу будут оживлять поэтапно. Уже есть списки предприятий, кто первым выйдет на работу. С 20 апреля это будут строительные компании, обрабатывающая промышленность и нотариусы. Нотариусы будут работать с некоторыми ограничениями. За это время... С какого числа будет запущен второй этап и третий этап, правда, сегодня никак не озвучили, пока остается неизвестным, потому как онлайн-конференция с Бахытжаном Сагентаевым была проведена только с некоторыми представителями средств массовой информации, нас в этом списке не было. Но сегодня Сагентаев рассказал, как будут запускать людей в город, когда будут смягчения карантина. Один из казахстанских сайтов приводит его цитату, я предлагаю послушать. При выходе из карантина необходимо обеспечить сохранение или даже дальнейшее ужесточение режима въезда и выезда из города, включая авиаперелеты. При достаточности ресурсов можно постепенно впускать население в город, но только после тестирования и карантинной изоляции. Кстати, такие учреждения, как торговые дома, салоны красоты и спортивные клубы заработают в самую последнюю очередь. Но вот сегодня на этой же пресс-конференции Сагентаев сообщил, что всякие массовые праздничные мероприятия можно будет проводить не ранее 30 июня. Шолпан, еще один вопрос. Ты говорил, что только некоторые люди имеют право передвигаться по городу, и правила эти постоянно меняются. У меня вопрос такой, как ты добираешься сейчас до офиса? Ну, по крайней мере, сегодня я имею полное право передвигаться по городу, так как у меня есть официальное разрешение из официальных органов, как у представителя средств массовой информации. Но вот с завтрашнего дня уже этот список может измениться. Чиновники сегодняшнего дня запустили абсолютно новый сайт, где можно проверить, имеет ли право человек передвигаться по городу, ну и там же оставить заявку. Но нет гарантии, что вы 100% получите то самое разрешение. У меня же, как у журналиста, остается лишь один вопрос. Зачем тогда вводили предыдущие несколько сайтов, если они так и остались бесполезными? Спасибо большое. Шолпан Оразбекова на прямой связи из Алматы. Двигаемся дальше. В Узбекистане потенциально коронавирусом могут быть больны 10 тысяч человек. Это люди, которые контактировали с заразившимся. Вот по информации Генпрокуратуры, из этих 10 тысяч более 2 тысяч родственники больных, почти 4 тысячи общались с больными и еще почти 3,5 контактировали с ними как минимум один раз. Также власти страны рассказали о том, сколько людей в Узбекистане нарушают карантин. По всей республике набралось уже около 43 тысяч нарушителей карантина. Подавляющее большинство из них мужчины. Наиболее распространенным случаем является нахождение на улице или в общественном месте без медицинской маски. Более 40 тысяч. Свыше 3 тысяч протоколов составлено в отношении граждан в возрасте старше 65 лет за игнорирование режима самоизоляции. Почти 400 человек были привлечены к ответственности за самовольное оставление карантинной зоны. Власти Узбекистана отчитались о том, сколько денег они тратят на борьбу с коронавирусом. Этот доклад опубликовало Министерство финансов. Так вот, за время эпидемии правительство потратило примерно 75 миллионов долларов. 40 на строительство специальных больниц и карантинных зон, 12 на покупку тестов и средств защиты. Все эти деньги взяты из антикризисного фонда Узбекистана. Там всего было собрано 158 миллионов долларов. То есть потратили практически половину из них. Деньги в этом антикризисном фонде – это в основном кредиты от международных организаций. На фоне эпидемии в коммерческих банках Узбекистана резко вырос доллар. Властям пришлось дважды в неделю даже повышать официальный курс. Национальная валюта СУМ потеряла по отношению к доллару 5%. В то же время глава Центробанка заявил, что они планируют снизить или вовсе отменить комиссию для людей, которые снимают с карты пенсию. Сейчас за это банки берут 1%. Тем временем правозащитники попросили российские власти отменить плату за патенты для трудовых мигрантов. По словам некоторых российских политиков, в эти дни в Москве работы лишились не менее 200 тысяч выходцев из Центральной Азии. Это только в Москве. У большинства из них теперь просто нет возможности оплачивать документы. Таким образом, из добропорядочных работников они могут превратиться в нелегалов. О сложившейся ситуации в Москве расскажет Муса Казаков.
Кудратшо – один из тех, кто лишился заработка во время самоизоляции. Вчера закончился срок действия его патента, но он не в состоянии продлить документы. Мигранты в Москве вынуждены ежемесячно платить по 5350 рублей за патент, который позволяет им легально вести трудовую деятельность на территории России. Кудратшо – отец двоих детей, жена беременна третьим. И мужчина даже не представляет, как теперь содержать семью. Даже после окончания карантина, согласно нынешним правилам, его патент будет просрочен и, следовательно, недействителен. Все сбережения, которые у нас были за время безработицы, мы потратили на квартплату, на жизнь, на продукты. Поэтому сейчас мы находимся в очень тяжелом положении. Мы не можем вернуться домой. Границы закрыты, самолеты не летают. Мы застряли здесь. Правозащитник Каримджон Йоров говорит, что мигранты постоянно обращаются к нему по поводу просрочки оплаты патентов. Чтобы не голодать, люди готовы жертвовать своим легальным статусом, хотя до этого исправно платили за все разрешительные документы. На возникшую не по воле мигрантов проблему российские власти пока не обращают внимания. Может быть, примут на днях, может быть, если карантин продлят, скорее всего, я думаю, что должны принимать. Но, насколько мы знаем, чаще сейчас заботится только россиян, про мигрантов вообще забыли. Центр Сахара до сих пор принимает документы, дает документы. Просьбы в адрес российского правительства поступает и от диппредставительств Узбекистана и Таджикистана. Так, например, посол Таджикистана сообщил, что отправил в госорганы России запрос, попросил каникулы по оплате патентов для своих граждан. Мы надеемся, что правительство России решит этот вопрос в пользу наших трудовых мигрантов. Тем не менее, пока никаких положительных сдвигов в пользу мигрантов нет. В свою очередь, правозащитники подавали прошения в различные ведомства, писали на имя премьер-министра Мишустина, даже создали петицию с просьбой отменить плату за патент на время карантина. Но никакого ответа так и не получили. Даже намека на решение проблемы пока нет. Если на петиции они могут реагировать как на обращение граждан в течение 30 дней, согласно 59-му ФЗ, то стандартный ответ на обращение дипломатов – это 48 часов. Так вот, дипломаты тоже не получили никакого ответа. По всей видимости, правительство России не готово принимать на себя такую ответственность. Правозащитники по-прежнему надеются на благоразумие российских чиновников и их участие в судьбе мигрантов, а также ждут амнистии для тех, кто просрочил продление документов по независящим от них обстоятельствам. Муса Казаков, специально для программы «Настоящее время Азия», Россия, Москва. Власти Кыргызстана утверждают, что каждый, кто обратится в специальный правительственный штаб, получит помощь. Чиновники насчитали в стране почти 360 тысяч семей, которые нуждаются в продуктах питания. Но в благотворительных организациях считают, что таких людей гораздо больше. Кыргызстан, к тому же, одно из самых бедных государств в регионе. И моя коллега Жибек Бегалиева расскажет о том, как власти страны пытаются справиться с этой ситуацией. Жибек, добрый вечер. Скажи, пожалуйста, правда ли, что многие политики больше боятся даже не самого вируса, а именно экономических последствий? Привет, Егор. Это действительно так, потому что уровень бедности в стране очень высокий, и чем дольше длится карантин, тем больше становится людей, которым просто не хватает еды. Тем временем количество инфицированных коронавирусом растет не так катастрофично быстро, как во многих других странах. За сутки зафиксировано 17 случаев, всего в стране выявлено 466 человек с коронавирусом. Что касается людей, которые остались совершенно без заработка, правительство пока не планирует делать им какие-то специальные выплаты. Единственное, что там сделали, открыли специальный счет, на который разные компании, ассоциации, просто какие-то граждане перечисляют деньги. Всего на счету собралось 170 тысяч долларов. Но, как выяснилось, почти все эти деньги уже израсходованы. Но в правительственном штабе, который распределяет эти средства, видимо, считают, что счет будет пополняться снова, или они, может быть, будут искать другие какие-то финансовые источники, но там планируют охватить всех заявителей, которые будут обращаться за помощью к ним. Все заявки, которые поступили по колл-центру, по WhatsApp, по Facebook, по всем каналам, которые есть у штаба помощи, также по тем ресурсам, которые имеет полномочный представитель мэры городов, они все получат помощь. Жибек, скажи, пожалуйста, но значит ли это, что все, кто оказался в трудном положении, действительно получат эту еду и другую помощь? Не знаю, Егор, утверждать это очень сложно, потому что только правительство насчитало, вот как ты уже сказал, примерно 360 тысяч семей, которые остались без заработка. И на данный момент они смогли помочь только примерно половине из них. На самом деле картина может быть более удручающей, но, к счастью, параллельно с правительством свою помощь людям, которые оказались в очень трудной жизненной ситуации, оказывают и разные независимые волонтерские организации. И довольно много граждан, которые не доверяют правительству и считают, что они пожертвовали
пожертвования их распределяют не очень прозрачно, поэтому они с удовольствием перечисляют свои деньги на счет вот таких вот организаций. И я сделала материал о таких ребятах, которые создали народный штаб и теперь помогают людям, которые очень-очень ждут еды и вообще какой-то любой другой помощи. Айджамал звонила? Да, я готовлюсь. Готовишься, да? Отлично. В течение, наверное, 20 минут тебя заберу. Ильдар с утра собирает свою команду. На этот раз на помощь вызвались одни девушки. Привет. Привет, здравствуйте. Хорошо, как у вас дела? Хорошо, спасибо. Визажисты, маркетологи и бухгалтеры стали на эти дни добровольцами, которые помогают доставлять продукты тем, у кого совсем не осталось еды. Ильдар везет волонтеров на оптовую базу для расфасовки продуктов. Здесь его ждет еще один координатор народного штаба Урмат. Ну, в общем, вот здесь склад тоже, здесь формируют, видите, вот фасуют пакеты. Уже здесь Байке знает, по сколько килограмм нам нужно. В каждом наборе небольшой запас продуктов на одну семью. Крупы, овощи, растительное масло, мука, сахар, средства гигиены. Напряжение в обществе настолько выросло, что когда они довозили продукты на Дордой, когда они открывали багажник машины, налетали совсем неизвестные люди, которые чуть ли не разбойным способом, да? Это говорит о том, что люди голодные. Пока мы разговариваем, Урмату все время звонят. В основном люди просят помощи, но на этот раз это совсем другой случай. Мы можем сделать так, сейчас задание дадим волонтерам, чтобы они обзвонили 500 и этих подготовили для вас. Только что какой-то коммерческий банк, не афишируя, без рекламы, решил перевести деньги для 500 семей, которым очень нужна еда. Мы не ожидали получить такую огромную поддержку от народа. Очень много людей, кто помогает 50 сомами, 100 сомов, 500 сомов. Один бизнесмен самым первым 100 тысяч сомов вложил. Все продукты ребята закупают в магазине «Алмаза». Он единственный из продавцов на оптовой базе, который согласился оставить цены докарантинными. А еще отец 5 детей решил отдавать некоторые товары вообще без наценки. Я думаю, что я поступаю правильно. Всю прибыль, которую я недополучил, я получу от Бога. Ильдар везет нас дальше, на продуктовую базу штаба. Свой магазин под него отдал еще один бизнесмен, имя которого волонтеры даже не знают. Сюда сводится еда, которую потом раздают тем, кто ее очень ждет. Сидеть дома было очень, как говорят, неправильно в такое время, да? И все прям вкладывают души, не жалеют даже машин, сил, времени и прям грузят битком, даже не думают, да, например, что будет, машина грязная. В прежней жизни до карантина все эти люди друг друга никогда даже не видели. Оль, помочь надо? Да нет, все же. Олю называют самой бесстрашной из всех волонтеров штаба. Она развозит еду медикам, которые работают с инфицированными пациентами. Ну, многие, наверное, знакомые меня просто не понимают, зачем я добровольно иду на этот риск. Еду Оля забирает с заднего двора итальянского ресторана. Все эти дни здесь работают люди. Они готовят горячую еду для медиков. Самоуспокоение, самоудовлетворение, когда видеть благодарные лица врачей, там, не знаю, просто людей, которым мы помогаем. Это дорого стоит. Деньги на счет штаба переводят обычные кыргызстанцы. Отчеты по ним Ильдар с Урматом выкладывают в соцсетях каждый день. Но тратятся деньги гораздо быстрее, чем они собираются. Когда мы смотрим списки нуждающихся и списки продуктов, и количество продуктов, которые у нас на руках имеется, такое чувство, конечно, одолевает. И такое ощущение, что это бездонно, да? Что это всегда будет так. Честно скажу, я выехал в одно безлюдное место и просто там начал чуть поплакал, да? Ну, тяжело, да, очень много людей пишут о помощи, обращаются, звонят, но я понимаю, что всем, к сожалению, я помочь не смогу. Большую часть денег в штабе уже потратили. За все это время народный штаб собрал почти 2 миллиона сомов. Это примерно 25 тысяч долларов. Более 1500 семей получили продукты. Еще на 300 тысяч сомов волонтеры шили защитные костюмы для медиков. Тюбек Бегалиев, Азат Интумаков, Тимур Тюмаев. В настоящее время Азия, Бишкек, Кыргызстан. В Таджикистане вынесли приговор журналисту Далеру Шарифову. Он получил 1 год колонии общего режима за разжигание межнациональной розни. Тему продолжит Анушервон Арипов. Суд района Шохмансур города Душанбе вынес обвинительный приговор в отношении журналиста Далера Шарифова по статье 189 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Это разжигание межнациональной и религиозной розни. Далера Шарифова приговорили к 1 году лишения свободы. Ранее гособвинитель требовал у судьи приговорить Шарифова к 2 годам 4 месяцам лишения свободы. Учитывая семейные обстоятельства подсудимого, срок был уменьшен. Шарифов по-прежнему не считает, что он виновен в разжигании какой-либо розни. Так как журналист уже провел в тюрьме 3 месяца, сидеть ему осталось только 9.
Согласно законодательству, у нас есть возможность после истечения половины срока приговора изменить меру пресечения, например, перевести в колонию поселения. Этот вопрос будет рассматриваться в суде города Яван. Отец Далера Шарифова был уверен, что суд оправдает его сына, так как в ходе процесса вина журналиста не была доказана. Я надеялся, что сына освободят прямо в зале суда, но этого не произошло. Правозащитник Ойнихол Бубаназарова также была уверена, что Шарифова освободят. По ее словам, ни в одной из прочитанных ею статей журналиста в интернете она так и не смогла найти призывов к противоправным действиям. Я все же надеялась, что его выпустят из зала суда. Очень жаль, что этого не произошло. Это во-первых. Во-вторых, на суде не была доказана вина Шарифова по этой статье Уголовного кодекса страны. По данным Международного фонда «Справедливость для журналистов», в Таджикистане представители СМИ и члены их семей находятся под постоянной угрозой. Основным типом атак на работников СМИ в Таджикистане являются атаки с использованием юридических или экономических механизмов. Прежде всего, обвинения в экстремизме, связях с террористами, возбуждение уголовных дел и лишение свободы работников СМИ. Основным источником такого рода атак являются представители власти. 1 февраля Генпрокуратура страны опубликовала заявление. За последние 7 лет Шарифов написал более 200 статей якобы экстремистского характера, направленных на разжигание религиозной нетерпимости. Также отмечалось, что он незаконно опубликовал трактат, который, как утверждается, был разработан в контексте идеологии движения «Братья-мусульмане». Эти обвинения в ходе суда не подтвердились. По словам адвоката Далера Шарифова Абдурахмона Шарипова, его подзащитный отказался подавать апелляцию. Известная в Узбекистане певица работает волонтером в колл-центре. Там помогают людям, которые потеряли доход из-за коронавируса. По официальным данным, в стране заразились 1200 человек. Алло. Здравствуйте. Сивара Назархан слушает. Как у вас дела? Сколько вам лет? Какой район? Чуланзарский район, а квартал? Вам по-русски удобно говорить? 38-й дом. Есть. Так, давайте сейчас номер паспорта. Неделю максимум подождете, и все будет. До свидания. Спасибо. Алло. Салам алейкум, Север Назархан Ичтады. Яшимысыз? Если продукты еще не доехали, потерпите, пожалуйста. Нуждающихся много, нас на всех не хватает. Всего нам позвонило 164 664 человека. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите «Настоящее время» в своих социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и, конечно, на сайте телеканала «Настоящее время» в нашем YouTube. Меня зовут Егор Максимов. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи. Алло, да, здравствуйте, это кто? Это Юрий. Я такой, хорошо, Юрий. Говорит, я давно слежу за тобой, ты сейчас лепишь пельмени, я уже... Баграт как раз с началом пандемии открыл свою ветеринарную клинику. Из этого дома можно сделать клинику? Я говорю, ну, можно. Он такой, ну давай делать. Восток. Утраченные возможности. Как польская идентичность разлагается и припадает пылью. Лысые гопники в спортивках. Я ничего не чувствовал. В моем сердце не было раны. Польша.
Брошенный остров.